Кыргызы в конце II – начале I века до нашей эры. Государство хуннов во время правления Цзюйди Хушаньюа. Шаньюй от слова Тенгир-Кут благопосланный Богом, то есть Тенгиром, в 99 годов до нашей эры было подвергнуто нашествию китайских войск в Тенгир-Тоо, но оказав отпор врагу, побеждает его. Ли Илин, один из отважных китайских полководцев, плененный в том бою, согласится служить в рядах хуннов. В случае возвращения в ханьский Китай он мог быть приговорен к смертной казни. Цзюйди Тенгир-Кут выдает замуж за Лилина свою собственную дочь, присваивает ему титул Джуки-бек, наместник западного крыла, и поручает ему управлять кыргызским народом от имени хуннов. Кем был по происхождению Ли Илин? Согласно сведениям китайского историка Сыма Цани 145 и 86 годов до нашей эры, Ли Илин друг Сыма Цани, и был внуком легендарного ханьского полководца Лигуана. Когда Ли Илин возмужал, его выдвинули и назначили на должность смотрителя дворца Цзиньчжан, поручив командовать всадниками, охранявшими дворец. Ли Илин искусно стрелял из лука и с любовью относился к солдатам. Сын Неба, зная, что представители рода Ли из поколения в поколение занимали должности военачальников, поручил Ли Илину командовать отрядом из 800 всадников, пишет Сыма Сянь. Сыма Сянь также более подробно описал те события, когда Ли Илин оказался в плену у хуннов, а также добавил, что близким родственникам военачальника стало туго после того, как узнали о переходе на сторону хуннов. Осенью, во второй год эры правления Тяньхань 99 годов до нашей эры, Лигуан Ле, будучи эршистским военачальником, напал во главе 30 тысяч всадников на хуннского правого Сянь-Вана у гор Цейлянь, называемых также Тиньшань. В связи с этим император приказал Лилину пройти во главе 5000 лучников и пехотинцев на север от Цзюяни на расстояние более 1000 ли, желая отвлечь этим войска Сюнну и не дать им возможности всецело устремиться на эршистского военачальника. Когда в условленное время Ли Илин пошел назад, Шаньюй Тенгир-Кут во главе 80 тысяч воинов окружил его отряд и напал на него. Отряд Ли Илина, состоявший из 5000 человек, израсходовал все боевые припасы и стрелы, большая часть солдат была убита, но и Сюнну потеряли убитыми и ранеными свыше 10 тысяч человек. Отходя назад, отряд вел непрерывные бои в течение 8 дней. Когда до Цзюяни оставалось более 100 ли, Сюнну преградили узкую дорогу и отрезали путь к отступлению. Ли Илин страдал от нехватки продовольствия, помощь не подходила, а варвары то ожесточенно нападали, то предлагали Ли Илину сдаться. Шаньюй, взявший Ли Илина в плен, давно слышал о славе его рода, к тому же Ли Илин проявил храбрость в бою, а поэтому он отдал Ли Илину в жены свою дочь и возвысил его. Узнав об этом, император Хань уничтожил мать, жену и детей Ли Илина. После этого слава семьи Ли угасла, и уроженцы округа Лунси, считавшиеся ее последователями, стали стыдиться этого, заключает Сыма Сянь. По иронии судьбы, так начинается восхождение звезды Ли Илина как хуннского полководца и наместника владетеля кыргызских земель в Тенгир-Тоо. Ли Илин и его окыргызившиеся потомки. Генерал Ли Илин и его жена хуннского происхождения жили среди кыргызов и отличались от светловолосых и голубоглазых кыргызов внешними чертами, черными волосами, черными глазами и внешностью. В последующем потомки бывшего ханьского военачальника окыргызились и порою боролись за независимость кыргызских владений. Эти сведения древних китайских источников еще раз подчеркивают, что на рубеже II и I веков до нашей эры кыргызы не переставали жить компактно. Поэтому нужно было хуннскому Тенгир-Куту управлять древними кыргызами на территории компактного обитания последних. Компактность была одной из важных условий сохранения этнической идентичности и единства древнего горного народа в обширной державе хуннов. Компактность также обязала кыргызов снаряжать свое войско согласно предписаниям хуннских владык. А войско также цементировало этническое «я» древних кыргызов. 90 годов до нашей эры кыргызское войско, возглавляемое Ли Илином, в составе разветвленной этнически разношерстной крупной армии хуннов в районе гор Хангай и Инжань сражается против армии китайской династии Хань. Таким образом, на стороне хуннов были кыргызы, динлины и представители этносов Турфанского оазиса. В результате их совместного сокрушительного удара мощное и закаленное в нашествиях войско ханьской династии было разгромлено.